Здравствуйте, вы смотрите программу «Якутия Лайв» в студии Ирина Ефимова. Буквально на днях, 26 июня, исполнится ровно 4 года с момента назначения ректором Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова Анатолия Николаева. За это время была проделана большая серьезная работа со стороны сотрудников вуза, их руководителя, и о том, как сегодня в Якутии работают с молодежью, какие задачи ставят перед собой главное высшее учебное заведение нашей республики, а также более подробно о старте приемной кампании поговорим с моим сегодняшним гостем, ректором Северо-Восточного федерального университета Анатолием Николаевым. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну вот как я начала, значит, скоро 4 года, это такая небольшая бакалавриат, да, такой небольшой практически в роли ректора. Давайте какой-то небольшой промежуточный итог подведем, да. Чем вы гордитесь больше всего из сделанного за 4 года? Ну, конечно, уже как будто вчера только меня назначили ректором, но это уже прошло 4 года. Но я считаю, вот 4 года прошли. Ну, прямо гордиться я громко не буду говорить, но прошло действительно 4 вот таких непростых года. Не прошло и чуть больше полугода, уже настал коронавирус. Да, мы все буквально за один день ушли в онлайн, и 2 года почти не видя студентов, развивать университет, переходя на новые технологии и так далее. Буквально в это же время мы прошли еще и аккредитацию, буквально чуть ли впервые в нашей стране онлайн-аккредитацию, почти терабайт информации загрузили. И, конечно, и без работы большой команды вот этого вообще бы не получилось. Ну и сейчас и ситуация обязывает, да, работать с молодежью. Ну и после очень сильного ректора в виде Евгения Исаевна дальше развивать и улучшать работу университета действительно очень сложно. Но я считаю, что за 4 года университет развивается, создана хорошая команда, да, но и есть большие цели стать одним из лучших университетов не только в России, да, но и в каком-то секторе Арктики и Азии, в азиатском секторе, вот, в мировом плане, да, и в этом направлении у нас движение есть, и я надеюсь, что мы все поставленные цели решим. Да, и я надеюсь, что и все видят, что университет развивается достаточно динамично. Молодежь к нам тянется, мы в рейтингах только идем в рост, да, поэтому я надеюсь, что университет я дальше начал развивать после, конечно, вот, становления федерального университета. Ага. Но там, получается, какой-то есть стратегический план, да, наверняка. Потому что, ну, я знаю, что вот стратегию развития там Якутска до 1932 года писали в университете. Наверняка у университета самого есть тоже стратегия долгосрочная. Конечно, у нас стратегия сейчас до 2030 года, да, но перспективы мы видим еще и дальше, да. Конечно, до 2024-2025 года мы ставили перед собой задачу стать лидером, одним из лучших университетов на северо. Ну, мы так и так большие, да, но и в арктической сфере там ряд вузов. Мы эту задачу, в принципе, неплохо выполняем, но у нас есть дальше задача стать одним из известных вузов на территории Арктики в мировом плане, да, и на Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ну, в рамках вот этого у нас выстроена вся программа. Это и подготовка кадров, это и образовательная деятельность, это и научная деятельность. Да, ну и в рамках вот этого мы буквально в прошлом году создали Российско-Географский консорциум по арктическим исследованиям, да, куда через вот это уже нами интересуются и другие страны. Я хочу напомнить зрителям, что мы работаем в прямом эфире. Задать вопрос моему гостю можно, позвонив в студию по номеру 841 12 42 14 39 или отправить сообщение в Telegram 8 914 235 02 или через наше мобильное приложение НВК. Вы сейчас видите на экране QR-код. Если еще не скачали приложение, скачивайте, и можно очень легко отправлять вопросы туда. На прошлой неделе завершился в Петербурге традиционный Петербургский международный экономический форум. Вы там принимали участие, подписали какие-то важные соглашения. Расскажите, пожалуйста, что там. Ну, для нас этот Петербургский форум действительно стал одним из вот таких интенсивных по участию. Да. Я
качестве спикера принял в 3 сессиях, да, и впервые одну сессию даже модерировал, да, и Это вот панельная дискуссия да, по подготовке кадров для Арктики. нет, это у нас подготовке кадров для Арктики я был спикером. Ага. Да, это модерировал Гасан Гасанбалаев в этом направлении. А я модерировал отдельную секцию, да, Россия-Азия, развитие на основе доверия. Ну, вот такую очень важную тему мы подняли, да, и, конечно, Серьезная, да, да, была очень дискуссия? серьезная тема была, да, и очень рад тому, что Минвосток развития разрешил нам вот такую панельную сессию сделать на своем стенде, ну, по Арктике. А так подписали договор с Росреестром и с университетом по кадастру и картографии, да, с Московским университетом, да, это для вхождения в консорциум, да, и, конечно, мы в прошлом году вот этот консорциум был создан, и в рамках вот этого консорциума будет специальная подготовка кадров именно для этой сферы. Это ГЕСы, полностью геодезия и так далее, картография. Ну, в этой сфере у нас очень большая нехватка кадров. Раньше, если многие программы были иностранные производства, да, сейчас мы переходим на новые форматы и так далее, новые формы работы на отечественных продуктах и так далее. Ну, я надеюсь, что мы, университет, который представляет одну из самых большую территорию, ну, как субъект территории, да, скажем, станем очень полезным для работы вот этого консорциума. То есть будете готовить теперь специалистов? Не, мы готовим, да, но просто там будет единый стандарт, да, по единому стандарту будем в рамках вот этих больших университетов тоже вольемся вот в единую вот такую большую семью. Ага. Ну и вот про эту дискуссию по подготовке кадров для Арктики. Вы там рассказывали, какие специалисты нужны в ближайшее время, какие компетенциями они должны обладать. Вот кто сейчас в Арктике нужен и готовы ли вообще после окончания вуза молодые специалисты ехать в Арктику? Ну, вообще в целом, если взять, да, для Арктики нужны кадры, ну, извиняюсь за это слово, особенные, да, потому что Арктика, она своеобразная, да, со своими вызовами, своими требованиями и так далее. Да, даже то, что, например, мы готовим учителей для арктических школ, да, там более 90 арктических школ в Арктике, есть 7 кочевых школ, да, а для кочевой школы это подготовить такого же учителя, как и для лицея, это не совсем одно и то же, да, они должны знать специфику работы в Арктике, да, специфику, культуру, традиции народов, которые там проживают, и, может быть, иметь несколько профессий и так далее, да. То же самое касается и по другим направлениям. Например, сейчас вот мы же знаем, что около Усть-Куги будут строить атомная станция малой мощности, да, и, конечно, мы должны готовить и энергетиков для вот этой сферы. Да. Мы никогда этого не готовили, но своими партнерами мы уже заключаем договора и так далее, да, для подготовки для этого. Но там же атомная станция строится не только для работы, но там же оно будет обеспечивать энергией и вокруг сопутствующей территории, и там нужны будут кадры для развития и промышленности, добывающей промышленности, и еще каких-то сфер и так далее, обслуживания, какие-то технические кадры и так далее тоже нужны будут. Да, поэтому мы вот эту концепцию берем, да, и целенаправленно для вот этой территории пул вот этих специальностей уже берем, да, и под эту программу начинаем работать. Но то же самое касается и других направлений, да, например, если, например, те же медики, да, если туда отправить просто медика, где вот маленький ФАП, где 1-2 специалиста, мы должны им дать больше компетенций, чтобы они ближе, ну, много вот этих направлений по медицине должны тоже лечить и так далее. Вот вызовов много, да, а, конечно, для того, чтобы молодые люди уезжали работать в Арктику, там, соответственно, нужно делать условия. Да. Ну, инфраструктуру развивать, Да, да, прежде всего. структуру, интернет, вот Анатолий Сканович и Арсений Сергеевич тоже отмечал вот на ПМЕФе, да, то, что там будут в ближайший год-два будет там это большие высокоскоростный интернет дойдет до райцентров, может быть, еще и дальше, да, это тоже, это очень большая лепта для того, чтобы молодые туда тоже ехали работать, потому что много сейчас функционала и много работы делается через интернет-услуги, IT-сферу и так далее. Но все-таки туда должны ехать, ну, предполагается, что поедут специалисты какие-то вот
я не знаю, как за романтикой, за там, возможность заработать на квартиру себе, да, то есть либо это все-таки какие-то ребята, которые сами там выросли в этих арктических улусах и предполагают, что они вернутся Ну, тут нельзя под одно поднимать лекало поднимать. всех делать. Кто-то едет за романтикой, кто-то за хорошими деньгами, да, кто-то просто создал семью и вот из этого района со своей семьей туда выезжает, кто-то по целевому направлению туда выезжает, кто-то как земский доктор и земский учитель по этой программе туда выезжает и потом обратно возвращает. Да. Ну, тут путей много, да, но однозначно мы должны развивать Арктику. Все-таки это большая половина территории Якутии, 13 улусов, но где живет очень малое количество людей. И вот эти большие территории без хороших специалистов мы просто-напросто не сможем развивать. И, конечно, нужна там еще и хорошая инфраструктура, транспортная схема, места для недропользователей и так далее. И самое главное, не просто недропользователи, да, а люди, которые знают природу, вот эту, чтобы не роня вот эту хорошую природу, да, там добывать полезные ископаемые. Ну, там же еще и большие компании туда приходят. Все в морпуть развивается, да, значит, мы должны еще около береговые какие-то структуры развивать, да, или там изменение климата, вот это тоже мониторить и так далее. Инженерные сооружения развивать, ну, это тоже очень много специалистов, поэтому там Арктика очень сильно развивается, да, и интерес достаточно большой, и я призываю молодых людей в эту сферу вливаться, да, и вместе с нами, вместе со всеми, со всей республикой, со страной развивать Арктику. А третья какая была дискуссия, где вы принимали участие? Третья дискуссия, это просто у нас вот РСФ тоже развивала, да, тоже, там тоже вокруг Арктики все это было, да, какие дополнительные навыки на компетенции мы должны дать еще студентам, для того, чтобы они были востребованы. Например, через РСФ у нас открыто центр компетенций. Это не просто дополнительно к основному образовательной программе мы даем еще и рабочие специальности, какие-то навыки, например, лидерские навыки, работа в команде, работа в каких-то условиях и так далее, психологические навыки и так далее. Ну вот очень То есть большая так называемые вот эти soft skills, да, тоже теперь можно в университете их получить? Да, у нас есть soft skills, вот это вот мы можем дать. У нас еще есть центр оценки квалификаций. Это мы являемся одним из федеральных центров по компетентному образованию, ну и по финансовой грамотности. Вот по этой части мы, если пройдут оценку квалификации у нас в университете, то это подтверждает, что это действительно специалист очень высокого уровня. И вот я когда новости про ПМЭФ читала, узнала, что вы председатель Российско-азиатского консорциума арктических исследований. Вот что это, кто в него входит, что это за консорциум, Ну, какие там задачи стоят? В прошлом году мы вот это вот, когда у нас проходил второй форум по университету и геостратегической территории, мы подписали декларацию о создании вот этого консорциума. Да? Но в отличие от других консорциумов, где тоже собирается много вузов по каким-то научным направлениям или по подготовке кадров и так далее, это идея вот такая, туда входят не только вузы, туда могут входить и общественные организации. Например, мы вот это создали вместе с Северным форумом, потому что и туда входят еще и колледжи, другие вузы, научные организации и так далее, и не только российские, но и из других стран. И получается вот эта кооперация вот таких организаций, мы в первую очередь выпячиваем какую-то проблему. Да, и вокруг вот этой проблемы строятся вот какие-то взаимоотношения, да. Ну, например, климатические изменения, Да, наверное, климатические изменения. Мы, например, вот исследования. Мы вчера думали, что это может быть какие-то кооперации по каким-то научным направлениям. Но сейчас уже по истечению года вот эта работа, да, мы можем сказать, что это очень хорошая площадка для обсуждения важных вопросов. Ну вот когда в МЕФе нам наши партнеры из Санкт-Петербургского госуниверситета дали нам площадку, когда мы там собрали всех и почти 2,5 часа разговаривали не о том, что мы делаем, а о том, что мы должны делать и какие проблемы существуют. Да, и это хорошая вот такая дискуссионная площадка становится, да, при поддержке Министерства иностранных дел, при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, при поддержке нашего правительства, главы, при поддержке вот Северного форума и других наших. Вот, ну, это очень хороший, вот такой, хороший консорциум, чуть-чуть необычный, да, где обсуждаются важные проблемы Арктики, Азии, научные, образовательные и так далее, и так далее. Ага. А вот еще университет входит ведь в этот
научный центр мирового уровня. Да, НОЦ «Север», НОЦ «Север», да. территория устойчивого развития, конечно, мы туда входим, не только входим, мы являемся одним из основных участников вот этого НОЦ «Север», да, и, конечно, в рамках вот этого у нас 5-6 хороших вот таких научных проектов, вокруг которого мы строим свою деятельность, да, и взаимоотношения, и взаимодействуем с нашими коллегами из академических институтов, других университетов и так далее. Ну, НОЦ «Север» сейчас входит в один из лидирующих научно-образовательных центров, в которые, из 15 которых создано, да, и в Арктике действует несколько вот таких НОЦ. Это вот в западной части Арктика, это Мурманск с Архангельском создали, да, очень сильные вот 5 регионов. Мы вместе создали Север, территорию устойчивого развития. Ну, это за НОЦом достаточно хорошие перспективы развития, да, и это вход еще и наших партнеров из больших компаний для того, чтобы делать заказы для своего развития. Это не только наука, но там еще и подготовка кадров. В этом смысле мы, как университет, попадаем в точку, да, потому что на те или иные вызовы мы должны точно готовить кадры. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. У меня в гостях ректор Северо-Восточного федерального университета. И задать ему вопрос можно, позвонив в студию по номеру 841 12 42 14 39, отправить сообщение в Телеграм на номер 8 914 235 05 02 или задать вопрос через наше мобильное приложение. Можно его скачать. Если вы еще это не сделали, сканируйте QR-код, который вы видите на экране, скачивайте и отправляйте свои вопросы. Давайте поговорим о науке в целом. Вы же ученый все-таки, да, биолог. Вот. К счастью, сегодня уже понятно, что вот этот миф о том, что ученый — это обязательно какой-то книжный червь в возрасте человека, это уже не так. Есть и молодые ученые, и доктора наук, кандидатов много в активном возрасте. Вот как заинтересовать молодежь идти в науку? Вот. Или быть ученым — это сейчас модно уже? Ну, тут не до моды, да. Это быть ученым, это, наверное, какое-то призвание, да. Если человек хочет заниматься наукой или какой-то научной проблемой, это, конечно, это втягивает. Да, я как человек, который лет 12 существует в академических институтах, и в Институте биологии, да, в Институте межзлотоведения работал, да, после этого обратно вернулся в университет. Точно знаю, что, конечно, в науку должны быть очень заинтересованные люди, да, входить. Не просто там взял, вот те научные темы занимайся, толка не будет. Но если мы туда подведем молодого человека, да, то, конечно, будет очень большой, не только толк, но и большая польза. Но если взять, в частности, нашу республику, да, республика в этом смысле один из лидеров вовлечения совсем молодых. Я считаю то, что... Но в свое время, по-моему, Михаил Ефимович один из первых был, когда объявили эту премию для тех, кто до 35 защитился, получали какую-то большую выплату. Нет, там в науке, когда ты приходишь, ты работаешь не ради премии. Ради достижения до какой-то сути научной проблемы. И очень рад тому, что сейчас у нас в Якутии очень хорошо поставлена работа в «Шаг в будущее». Там очень маленькие дети, да, и наш университет сотнями является руководителями вот этих маленьких людей, которые, очень очень простенькие научные темы, да, совсем лабораторные, но они вовлекаются в эту сферу. Дальше уже, когда они приходят к нам в университет, мы начинаем их уже чуть ли с первого курса вовлекать в научную стезю, открывая, где у нас открыто много лабораторий. Лаборатории не закрытые, а полностью, если есть большое желание, они их вовлекают в работу. У нас больше 600 молодых научных людей, которые туда вовлечены, столько же у нас аспирантов и так далее. И прямо с первого курса, со второго курса, если есть большой интерес, во все сферы, это от гуманитарные, технические, естественно-научные, медицинские и так далее направления, если есть большой интерес, то, конечно же, мы студентов туда вовлекаем. Тем более сейчас при поддержке министерства у нас и в рамках НОЦ «Север» мы буквально за последние 2 года открыли 5 молодежных лабораторий, где большой процент только молодых ученых. Тем более туда еще есть показатель вовлечения еще и студентов. Это очень серьезные темы, это и клеточные технологии, это и новые материалы,
это и гуманитарная сфера и так далее. Да, поэтому тут по всем направлениям университет очень хорошо увлекает молодых людей. И миф о том, что если ты доктором станешь, пока ты станешь вот такой бородатый, седой, такого нет, да. И тут самое главное, чтобы человек созрел для защиты, и самое главное, он был увлечен наукой. Мгм. А вот как сделать так, чтобы лучшие кадры оставались дома? Это очень как будто бы простой вопрос, да, но в то же время для Дальнего Востока это большая проблема. Конечно, отток кадров это очень большая проблема, потому что э, если человек уехал учиться в другой город, да, то обратно он вернет и не вернет, это очень большой вопрос, потому что вдруг там семья появилась, вдруг его заметили, оставили в аспирантуру, дали ему другую работу и так далее, да, это мы, конечно, вот теряем, да. Но с другой стороны, мы не должны вот делать какие-то шлагбаумы, да, мы наоборот, университет должен стать, не только мы, да, но и АГИКИ, АГАТУ должны стать вот таким сильным для того, чтобы быть магнитами и не только для наших студентов, но и студентов, которые приезжают из других регионов. И в этом плане, если мы вот эту конкуренцию проиграем, то мы должны видеть только сами себя. А если мы будем готовить еще и отправлять работать в те компании, структуры, которые работают у нас в регионе, это будет для нас очень большая, хорошая победа. Мгм. То есть вот это вот целевое обучение, оно тоже влияет, Да, да? да, у нас в прошлом году по целевой подготовке где-то 688, что ли, где-то вот столько у нас целевых договоров было, да, и самое главное то, что если есть целевой договор, то очень большая вероятность того, что этот человек точно пойдет в эту компанию работать. Мгм. А вот вы начали с того, что на ваш, получается, сразу началась пандемия, да? И вот как она повлияла вообще, вот это дистанционное обучение, на качество образования? Вот если так вот Но, честно. очень рад, что тому, что в этот момент, когда у нас по всей России, ну, по всему миру у нас случилась эпидемия коронавируса, да, пандемия, у нас вот Фальков в недавнем прошлом, сам ректор, да, принимал очень быстрые решения, потому что он изнутри знает работу вузов, да, и давал очень такие точечные направления для того, чтобы какие нам меры принимать. Но с другой стороны, мы в 6 часовой, мы же рано встаем, да, на 6 часов мы опережаем Москву, да, и поэтому мне приходилось принимать решение до вот этого. До того, как До они того, там как вот примут это, решение. на интуицию, на какую-то специфику. И это хорошо, то, что я до этого был деканом, директором. До этого вообще, когда закончил университет, стал и работал и ассистентом, и лаборантом, поэтому все вот эти вот... Все прошли? Все прошел, поэтому изнутри знал. И, конечно, после того, как ты принимаешь, все равно, когда приходит в министерство вот то письмо, регулирующее документ на принятие, то это для нас была большая радость, потому что это снимает нас, ну, не ответственность не снимает, но просто показывает то, что мы принимаем правильные решения. Да, и вот, а то, что вот буквально 15 числа марта мы получили письмо о том, что мы все должны вузы уйти на дистант, издал приказ, и буквально менее чем за сутки мы ушли на дистант. Это меня впечатлило, и когда я на следующий день, когда мы ушли на дистант, спрашиваю у своего проректора, который по цифровой трансформации, Виталий Петрович, а у нас система выдерживает? Да, да, выдерживает. У нас где-то почти 450 тысяч входов в нашу систему было за сутки, да, и система выдержала, да, это был очень такой большой пик. И, ну, тогда я успокоился, значит, наша система выдерживает, да, мы можем полностью выйти. А другая сторона, несмотря на то, что коронавирус достаточно вредно повлиял в целом на вот это, да, на работу, я хотел бы сказать, что мы поверили в себя, потому что мы и можем работать и онлайн. Если бы нас вот такую Шоковую да, ситуацию. шоковую ситуацию не поставили, да, хоть 10, хоть 100 приказов я бы издал, и мы бы вот в такой стезе мы бы не смогли бы поработать. Потому что дальше идти некуда, выдав получше все равно надо работать. А насчет качества Фальков сразу сказал, несмотря на то, что мы в онлайне, мы все равно в первую очередь должны смотреть на качество. И поэтому мы продумали очень много вот таких моментов, да, чтобы качество не снижалось. Хотя были моменты, то, что там
Ну, онлайн это отдельная специфика, там же не просто там записал или там PowerPoint показал, рассказал, да, а нужна еще и обратная связь. Да. Вот насчет обратной связи нам пришлось еще немножко поработать для того, чтобы там не снижать качество. Ну, а, конечно, если взять тесно, да, то живое общение Ничто не со заменит. студентом ничто не заменит, да, и если взять серьезно, да, то университет это не та структура, которая просто там учит и выдает дипломы, да, или там занимается наукой, да, у нас еще и большая работа по воспитательной части. Потому какого человека мы воспитаем, что мы ему дадим, это уж какая личность от нас выйдет. Потому что если просто человек с дипломом, это одно, а человек с дипломом какими-то еще и внутренним миром, да, С установками какими-то. с установками какими-то для развития в целом и нашей республики, да, и еще больших, может быть, еще и страны, то это будет очень хорошая вот такая работа. В этом смысле, конечно, работа по наставничеству, работа по движению молодых и так далее, очень много вот делает в университет. Но зато, наверное, цифровизацию СФУ это ускорило. Конечно, но я уже 3 года... Вы себе ставили срок до 2024 года. Да, до 2024 года. Ну, там маленькие ориентиры были, да, буквально первый же год я уже перестал ручкой подписывать приказы. Сейчас уже через систему директом ко мне уже согласованные переходят, да, если, например, раньше человек для драгоценной подписи с приказом бегал по всем кабинетам, да, чтобы получить там это, или какой-нибудь там разрешительный документ, да, то сейчас уже через систему директом загружает, и максимум я даю где-то 3 дня, максимум, чтобы все вот эти вот согласования прошли и дошло до меня, я подписал. И, ну, кнопкой нажимаю, и там электронная подпись появляется, и уже приказ подписан. Ну, 3 дня или там у каждого человека по 3-4 дня, это, конечно, разница имеет. Тем более, если человек бегает с бумагой по кабинету, он основную свою работу не делает. делают в это время. Да, это просто отправил, и просто там цифровой след виден, где там и чего остановил. Дальше мы уже делаем мониторинг уже работы и по студентам, мы уже сидим в консорциуме по большим данным, там уже даже применяли именно в какую сферу там студентов интересует, что там делает и так далее, и так далее. По искусственному интеллекту сейчас начали работать. Ну, короче, очень много вот такой цифровой сферы, да, мы даже придумали такое, то, что поступая онлайн, у нас была своя программа, да, и вот через свою программу мы вот делали вот прием документов. У нас даже было 2 года назад было намного лучше, потому что можно было взять мобильный телефон и через мобильный вот сфотографировал, и все это сканировать и отправляет. И отправил в приемную комиссию. И приемная комиссия это все принимала. Да, сейчас, А сейчас нет. а сейчас чуть-чуть, ну, сейчас чуть по-другому, да, сейчас централизованная программа «Поступай онлайн», через вот это вот поступает. Ну и по другим направлениям тоже у нас достаточно много вот цифровых контентов, гибридное образование, еще какое-то образование. Купили есть студии, на которых мы делаем онлайн обучение и так далее. И так далее. Ну, много вот таких Ну, моментов. раз мы заговорили про приемную кампанию, вот она же началась 20 июня, буквально на днях, да, сколько направлений для учебы сегодня Ой. в университете есть? Он же такой огромный, мне кажется. Ну, огромный, И более как- 300 направлений, да. В принципе, если взять, сколько же у нас бюджетных мест, то где-то, по-моему, 4436 или сколько-то вот, примерно вот таких у нас бюджетных мест, плюс еще где-то 1200 у нас примерно, мы ориентируемся на коммерческие места, иногда 1400 бывает, да. А так, в целом мы принимаем до 5500 студентов на первый курс в год. А так, если взять очное обучение, да, то, по-моему, на головной вуз у нас на очное обучение, по-моему, 3555, что ли, вот таких. На заочное 555, 25 на очно-заочное, вот такие направления. А так, конечно, мы все полностью закрываем бюджетные места. Очень вот такой большая работа ведет по целевому набору, потому что примерно 10% отводится на целевой набор, да, и это отдельная работа, это с предприятиями, со школами, с больницами и так далее. А то есть целевой набор это не совсем бюджетное, не совсем коммерческое место, да? Нет, это по федеральным бюджетным местам, там где-то до 10% на каждое направление отводится на целевой набор.
Да, мы вот в рамках вот этого мы набираем. Дальше... То есть это те студенты, которые гарантированно получат работу после Да, да, окончания да, вуза. да, да, да. Там у них отдельные конкурсы и так далее. Да, может быть, чуть-чуть бывает иногда ниже, чем основной конкурс, да, потому что это целевое место. Да, вот заказ делает больница или там школа и так далее. Да. Ну, а еще отдельно бывает еще и республиканские места, когда выделяют, да, вот, и когда мы заключаем договор с республикой, выделяется, и иногда компании тоже могут, как коммерческий набор, тоже делать целевой набор. Ну и по коммерческим местам, конечно, проводится отдельная работа. Очень мало знают о образовательном кредите, да, сейчас несколько банков вот этим занимаются, Сбер, по-моему, АЭП тоже занимается, и можно заключить коммерческий, ну, вот этот договор как образовательный кредит. Образовательный кредит, это, я так понимаю, человек берет кредит на свое обучение, На свое а обучение. потом после окончания После устраивается на работу и Да. из зарплаты уже гасит этот Да, кредит. да. Это очень выгодное предложение, но я считаю, на свое будущее вот это надо брать, и там очень маленький процент, 1 или 2%. Да, и, я считаю, То есть не сравнить с коммерческими не сравнить, кредитами, не сравнить с потребительскими. да, с потребительским кредитом, да, и, конечно, это очень большая возможность для того, чтобы поступить на свое Выбранное именно. место, а не просто там, а вдруг ты конкурс не пройдешь, а вдруг ты все равно останешься там, это денег у кого-то нет и так далее, да, и ты можно свою мечту осуществить через вот этот коммерческий. А какие самые популярные направления? Самые популярные направления у нас, ну, в последнее время становится, конечно, IT направление, да. IT это не только там вышка, да, ну, высшее образование, но у нас еще есть колледж инфраструктурных технологий. Там в прошлом году буквально было где-то 350 или сколько-то там, или около 300 вот этих мест. И самое интересное то, что набор был очень сильный. Минимальный балл, средний балл аттестата был 4,72 или 4,74. Вот если 4,6, 4,7, уже на бюджетное место человек не поступал. Ого. Это достаточно вот такое место, да, и потом дальше они уже продолжают уже высшее образование, там институт математики и информатики. Далее у нас, конечно же, инженерные направления, там их много, да, не буду перечислять, но вот нужно смотреть. Далее, в прошлом году меня удивило направление ИСФИРа, это лингвистика, китайский язык. Там проходной балл был 297 по 3. Ага, Это из 100 получается. из 100. 297 из 100. Ну, конечно, с дополнительными баллами, тогда, но все равно это очень высокий балл. Да, 260 с чем-то, где-то вот юриспруденция и многие направления. И, конечно же, очень большой конкурс всегда у нас на медицинское направление. Это То есть по всем. юридический, медицинский это традиционно, Да. китайский это, видимо, в сфере вот того, Да, что сейчас в мире да. востребовано. Ну и по медикам, И- конечно, всегда по всем направлениям почти там очень большой конкурс. Вот есть вопрос от зрителя. Я закончила школу почти 10 лет назад. У меня на руках есть сертификат ЕГЭ. Нужно ли мне сдавать экзамены заново, если я хочу поступить в университет? Ну, 10 лет это достаточно давно, да, нужно будет пересдавать. Ну, если она закончила колледж СПО, то может сдать экзамены у нас в университете, но если просто школа, то придется сдавать ЕГЭ. Да, у нас где-то ЕГЭ, по-моему, 4 или 5 лет она действует. Ну, 4 года действует. Сейчас вот ЕГЭ, у которых имеет вот с 2019 года, в этом году еще действует. Да? И поэтому, если 10 лет, это слишком... Слишком много, то есть уже ее ЕГЭ не Да, действительно. да, уже надо. Потому что сейчас и стандарты поменялись, и программы поменялись, да, и поэтому то, что тогда 10 лет назад было, да, даже у нас в университете стандарты много раз менялись, да, когда я стал деканом, у нас был ФГОС, потом ФГОС-3, ФГОС-3+, сейчас ФГОС-3++, и поэтому каждый раз, когда человек останавливается, приходилось досдавать некоторые предметы. То же самое и по школьной программе. Ну и вот еще один вопрос. Есть ли льготы для поступления участникам СВО? Да, конечно, конечно, имеется. Да, там у них будет отдельный конкурс, как участника по боевым действиям, да, по особой квоте, у них отдельный конкурс будет, будут поступать. И также отдельный конкурс для детей участников СВО, да? Для детей участников Тоже, тоже отдельная квота выделенная. Да, вот это для детей участников. Это уже с прошлого года вот это вот действует. Конечно, это и новые наши территории и так далее. И
буквально менее месяца назад у нас было отдельное совещание, вот когда вот в Белгородской области вот случилось, да, там тоже именно те деревни, где вот это вот коснулось, да, вот это вот попадание там разных снарядов и так далее, вот эти вот дети там не могли нормально сдать ЕГЭ, и поэтому там особый подход именно вот к этим. Вот еще один вопрос. Кому положено общежитие и как распределяются места? Ну, в общежитии там собираются справки, там по материальному положению и так далее, там есть отдельное положение, да, тут независимо от того, с какого ты улуса, вот это вот по социальной части, по материальной части там смотрят. И Ага, отдельно доход семьи там, и так доход далее, семьи и так насколько далее, и так нуждаются. далее. Да, да, да. Но вообще мест не всем хватает, да? Желающих больше? Желающих всегда больше, да, но мы стараемся в течение нескольких месяцев вот это вот закрыть, потому что мы не сразу вот оставляем все равно место для выпускных курсов, да, которые или тех, у кого имеются задолженности, те, кто, например, до 1 сентября у нас по положениям они должны сдавать, например, весной что-то не сдали, если, например, до 1 октября они не сдают, то их отчисляем. И получают вот те, кто жил в общежитии, отчисленные, да, вот места освобождают, да, мы после этого дозаселяем. Ну и последний, наверное, вопрос. Стипендия какая сегодня у студентов? Ну, стипендия там... В зависимости от, зависимости, от того, как он учится, на каком курсе. На каком курсе, как учится, отлично, хороши. Да. Но те, кто имеет тройки, конечно, не получают. А, вообще без стипендии? Вообще без стипендии. То есть троечники без стипендии, троечники в пролете. Да, без стипендии, да, от 4,5 тысяч до 10 и так далее, да, а аспиранты, ординаторы получают до 20 с чем-то тысяч. Но есть социальная стипендия, да, которая выдается независимо от этого всем. Ну, там нужен определенный пакет документов, справка, но там опять же да, справка и так далее. доходе семьи и так далее. Но есть еще и другие себе. Если ты хорошо учишься, занимаешься наукой и так далее, это есть стипендия правительства, президента, да, там по особой квоте мы вот это вот делаем на конкурсе и так далее, мы это даем. Ну и именные стипендии там Амосова, Барахова и так далее, вот такие тоже имеются. Ну что ж, спасибо вам за то, что пришли и ответили на наши вопросы. А всем абитуриентам желаю верно выбрать профессию и поступить обязательно в желаемый вуз. На этом выпуск программы Желательно в наш. Желательно в СУ, конечно. На этом программа «Якутия Лайф» подошла к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас на телеканале «Якутия-24» по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.